В минувший понедельник в концертном зале Пицунского храма состоялся благотворительный концерт-выставка в поддержку больных детей. Мероприятие стало доброй традицией, так как проводится уже не в первый раз. Такой масштабный проект в республике был запущен Фондом социально-культурных инициатив Абхазии в 2014 году Азаматом Богателия. Территория Пицунского храма была выбрана не случайно. Построенный в X веке в честь апостола Андрея Первозванного, он как символ надежды и веры был призван помочь и сейчас. Идея нам пришла уже несколько лет тому назад, и мы уже реализовываем этот проект, этот масштабный проект. С нами сотрудничает очень много наших партнеров постоянных. Идея пришла только потому, что у нас проблема есть, проблема больных детей, и мы хотим помочь. Мы запускаем различные проекты подобные, и за один вечер мы собираем колоссальную сумму и можем, соответственно, оплатить операции больных детей. Организаторы мероприятия подготовили для жителей и гостей Пицунды небольшую выставку. Несмотря на ненастную погоду и проливной дождь, поддержать инициативу пришли многие. Здесь каждый мог познакомиться с творчеством юных художников в студии живописи Марии Пилия и при желании приобрести понравившуюся работу. В рамках вечера была проведена выставка-продажа продукции проекта Colors of Nation – «Цвета нации», а также майки и мобильные аксессуары с распечатанными на них видами Абхазии местных фотографов. Мы непосредственно принимаем участие в этом мероприятии уже второй раз. Оно, собственно, второй раз и проводится. И мы с первых дней стоим рядом, пытаемся в силу своих возможностей помочь, поучаствовать. Вот мы представили свою продукцию, и то есть она будет сегодня здесь продаваться, и все вырученные деньги пойдут как раз вот на это благородное дело. С фондом Ашана мы стараемся поддерживать большинство их инициатив, либо предоставляя продукцию для продажи, размещая информацию обо всех их активностях на своих ресурсах, в социальных сетях, на изделиях. Мы стараемся посильно всеми возможными и невозможными способами оказать им поддержку. Интересным дополнением стали и сольные диски победительницы музыкального проекта «Апсны Стар» Саиды Агрба. Все это было бы невозможным без помощи и поддержки многих людей. В проведении мероприятия активное участие принимали волонтеры из числа молодежи республики. По их словам, проблема больных детей касается каждого из нас, и ее нельзя не замечать. Да, мы очень рады, что такие мероприятия объединяют молодежь прежде всего, и они своим примером показывают, как можно даже просто не деньгами, а действиями оказать помощь, в том числе и больным деткам. Соответственно, сегодня нам в рамках даже нашего проекта помогают волонтеры. Мы волонтеры и очень рады, что нам предоставляют такую огромную возможность помочь больным деткам. Ведь сегодня от нашей помощи зависит, возможно, будущее каждого ребенка. Приятным завершением мероприятия стали концерт народных и заслуженных артистов Республики Абхазия и Государственного камерного оркестра под управлением заслуженного дирижера Республики Абхазия Давида Терзян. Да это вообще должно быть какой-то одной из первоочередных государственных задач. Но, слава богу, есть у нас такие ребята, которые берут на себя такие функции и сами стараются вот как-то организовать подобного рода мероприятия. Мы всегда с удовольствием артисты поддерживаем. Уже второй раз, вот второй год выступаем в рамках вот подобных проектов. И отрадно чувствовать причастность к такому благому делу. Действительно, наши артисты, наши оперные певцы сегодня выступают на безвозмездной основе, и мы очень благодарны тому, что они с первых дней откликнулись и были рады, и поддерживают они нас, и никто не был против, все только за, и вот они своим творчеством несут добро больным детям. Для этого мы и существуем, чтобы помогать друг другу, чтобы делать нашу жизнь легче, приятнее, веселее. Ну а в данном случае помогать больным детям, но это даже, в общем, и обсуждать нечего. Конечно, мы хотим, чтобы все дети были здоровы, чтобы они счастливы были, чтобы они могли играть, наслаждаться жизнью, любить. В общем, вот это все, что я могу сказать. Подобные фонды, они всегда идут в партнерстве с государством. Государство выполняет свои задачи, у них есть квоты определенные, есть перечень заболеваний, которые они оплачивают. Фонд, как наш, например, он охватывает именно те заболевания, которые не квотируются. В этот вечер в зале средневекового храма звучала классическая музыка и прекрасные голоса оперных исполнителей: Наны Черкезия, Мананы Шамба, Асиды Шакая,
Марины Шамба, Луки Гаделия, Альдоны Цкуа, Астамура Квициния, Кристины Эшба, Аллы Отерба, Элмаза Чайлак, Саида Габечия и Армена Хачатурян. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим генеральным спонсорам. Это компания «Аквафон», которая помогала во всей организации нашего мероприятия. И действительно дружная команда, дружный коллектив, который поддерживает нас. Компания «Аквафон» старается систематически поддерживать подобные мероприятия. И в планах у компании в дальнейшем оказывать всевозможную поддержку подобного рода инициативам. Все собранные средства от продажи билетов и благотворительных лотов, а это более 436 тысяч рублей, будут перечислены в культурно-благотворительный фонд «Ашана».